Добрейшего дня зрителям и подписчикам нашего канала. Продолжаем подвергать опасности жизни пешеходов. Кубот Saturn X20 на сегодня. Шины. Состояние передних хорошее, остаток замечательный. По заду вообще никаких нареканий. Все максимально живо, без каких-либо вопросов. Соответственно, Saturn, все у нас по стандарту здесь. Ящик под инструменты. Обыкновенная механическая коробка. Максимально надежно и просто. Трехточечную навеску видим. Соответственно, быстросъем. Фреза у нас здесь 1,5-метровая. Ножи. Остаток еще хороший. Немного начали истончаться, но ничего страшного. По фрезе я оговорился. На глаз на 10 сантиметров, 1,60 м у нас фреза, НРочка, все здесь видно. Задняя шина справа также в прекрасном состоянии. Перед, думаю, хорошо видно, также состояние хорошее. Собственно, зеркальце здесь все на месте, все на месте, все на месте. Естественно, мордочка, все здесь, противовес оригинальный, также на месте. По рычагам видим блокировку моста, по отбору мощности, пониженный повышенный ряд передач. Соответственно, включить можно полный привод. Давайте присаживаться. Что, посадка, конечно, в таких тракторах максимально удобная, потому что места просто колоссальное количество. Быстрый разворот. Сейчас, секундочку, вот быстрый разворот у нас здесь есть, естественно, можно его активировать. Ручник и на всякий случай глушилочка для того, чтобы прерывать подачу топлива в двигатель. Давайте трактор запускать будем и смотреть, как работает. Вот, собственно, и все. Запуск произведен. Имеем очень ровно работающий двигатель. Который в целом, понятно, что при резкой подаче газа, при резком нажатии на педаль газа смесь подбогачивается немножко, но это норма для всех японских тракторов. По регулировке руля все так же живо. Но сидеть максимально классно, то есть видим, что удобнейше. Гидроусилитель руля жив, прекрасно работает, легко, без нареканий. Коробка то же самое, все передачи четко включаются, никаких проблем при этом не возникает. Гидронаклон фрезы, естественно, опускание, подъем фрезы. Также все это функционирует и никаких вопросов нет к этому. По быстрому развороту, чтобы его включить, нам нужно с вами включить пониженный ряд передач. Посмотрим, на втором он еще также будет работать. Поэтому давайте пробовать. Стоим, посмотрите, как узко. Здесь, если вот так приглядеться, здесь второй трактор такой уже не влезет. То есть мы стоим ровненько, выкручиваем руль, соответственно, при этом умудряемся развернуться ровно на этом месте в два подхода, без каких-либо вопросов. Собственно, что позволяет сделать нам наш быстрый разворот. Сейчас на более широком месте, вот здесь, на нашей дорожечке, попробуем крутануться также на месте, чтобы было понятно, насколько это все хорошо работает. Вот, собственно, ровный круг с радиусом разворота, наверное, в районе, вот по следам можно будет посмотреть сейчас. Радиус разворота полный в районе, наверное, метров так 2,5 максимум. Соответственно, это вот прям от передних колес у нас следы.
Очень удобно. Не перестаю это показывать, потому что самому функция космически нравится. Мечтаю о такой в своем автомобиле, если честно. Но доступно это только тем, кто будет приобретать у нас тракторы Kubota и иные трактора, которые оснащены этой функцией. Поэтому ждем вас в компании Прогресс Авто. И всего вам доброго. До свидания.